Баимов, Салихова. Рация – это единственное средство связи в лесу, ни о каких смартфонах не может быть и речи. Здесь, в глубинке Хайбулинского района Башкирии, они просто бесполезны. Между тем, любой сигнал может нести огромное значение, ведь в этой чаще работают сотни человек. В основном это лесники, пожарные, волонтеры, которые каждый день борются с лесными пожарами. Мы находимся на границе Зианчуринского и Хайбулинского района. И сейчас эта сопка один из самых опасных участков. Видите, около 300 метров от нас. Огонь движется прямо в нашу сторону. Конечно, когда на тебя идет стена из огня, это очень страшно. Но в то же время это настоящая журналистская удача. Ведь мы нарвались на пламя совершенно случайно. Дым издалека заметили сотрудники лесхоза. И практически сразу приняли меры для тушения огня. Но вот встречный огонь запущен, сейчас пламя будет подниматься наверх, навстречу лесному пожару. Это должно остановить пламя. Вот таким образом с огнем справляются его же силами, просто выжигая все на его пути, чтобы гореть было уже нечему. Дальше остается только залить водой пепелище. Однако все это работает при одном условии, если выкопана минерализованная зона, то есть перепаханная полоса, которая очерчивает охваченную огнем территорию по всему периметру. На первый взгляд это просто проезжая часть в лесу, которую прорубили сквозь чащу. Однако это в первую очередь сдерживающий фактор для огня, а уже потом способ доставки воды, людей и техники. Здесь, чтобы отсечь пожар, мы пустили туда гусеничную технику, трактор, крупный трактор, и минерализованную полосу сделали туда до самого конца, до низу. Можно сказать, что с огнем здесь борются не только днем. Эта работа круглосуточная. И в то же время на помощь коллегам отправляются пожарные из других районов республики. Это уфимское подразделение. Пожарные готовятся к командировке. Впереди их ждет дальняя дорога и жаркое утро, как говорится, с колес и прямо в огонь, чтобы помочь коллегам, которые уже сейчас на первой линии. Первые минуты, конечно, у населения было определенное беспокойство. Они появились одномоментно, и информационный фон еще не давал возможности им узнать, куда, как реагирует, какая техника задействована. Сейчас мы информационный фон и в целом информируя население смогли оперативно создать. Население активно подключается, увидев посты, увидев обращения. Когда огонь приблизился к деревне Айбулата Байгильдина на расстояние 10 километров, молодой человек не стал дожидаться эвакуации, а поехал на борьбу со стихией волонтером. Вместе с ним уехало и несколько десятков его односельчан. Серьезность очень высокая, а приехало людей с деревни, чисто с деревни, очень много. То есть... Больше 10, около 30 человек. Да, 40. Волонтеры здесь не только местные. На пожар приезжают из разных районов республики. Каждый день сотни человек. Причем некоторые из них не с пустыми руками. Люди везут все необходимое. Здесь у нас в коробках противопожарные ранцы. По 2 штуки в коробке, ранец на 15 литров. Соответственно, здесь у нас коробки с ранцами, тут у нас рации. Мы тоже с своей стороны их уже зарядили перед тем, как сюда выехать. То есть они уже готовы к работе. Практически на передовой побывал и глава республики Радий Хабиров. Здесь, на пересечении сразу 3 районов – Хайбулинского, Зианчуринского и Зилаирского, он сначала изучил обстановку с воздуха. Уже потом на земле, встретившись как с местными жителями, так и с сотрудниками МЧС. Тогда Радий Хабиров потребовал во что бы то ни стало не допустить приближения огня к населенным пунктам. И здесь были отданы соответствующие указания руководителям муниципалитетов. Я переговорил уже с рядом и крупных предприятий. Любая помощь, которая вам нужна, мы сегодня это все обеспечим. Эту историю надо завершать. Потому что, к сожалению, я запросил вот сводку гидромеда. Нам, к сожалению, в ближайшее время дождей не приходится ждать. На следующий день после визита Радия Хабирова главы 3 районов и председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров сделали еще один облет на вертолете над пожаром.
Мы вот по Зианчуринскому хребту идем, там впереди Хайбула. Пока видим, что за опашку у нас огонь не ушел еще. Таким образом, можно координировать действия всех объединенных сил, чтобы справиться с огнем как можно быстрее. На высоте птичьего полета весь лес как на ладони. И можно разглядеть даже небольшие очаги. Будем ежедневно мониторить ситуацию и будем держать на высокой готовности не только нас и наши профессиональные пожарные силы, но и волонтеров. У нас уже локализовано из 25 пожаров 10 очагов. И все эти пожары не представляют угрозы населенным пунктам. Впрочем, как выяснилось, не только с вертолета можно разглядеть пожар. Например, в Зилаирском районе для этого нужен бинокль и отважный сотрудник лесничества, который каждый день по 3 раза поднимается на высоту минимум 60 метров. Конечно, мы тоже попытались подняться на смотровую площадку настолько, насколько это возможно. Если честно, немножко страшновато, все-таки несколько десятков метров, но дело того стоит, тем более, что сверху лучше всего видны очаги возгорания. И вот так каждый день по нескольку раз. Конечно, тут можно сказать, что вертолет намного эффективнее, но ситуация в лесу может меняться, а значит, данные нужно регулярно обновлять. Зианчуринский участок видно. Во всяком случае, я увижу дым. Это у вас и зрение должно быть такое особенное? Да нет, наверное. Глазомер и нет, зрение, наоборот, плохое. Я пользуюсь биноклем и пользуюсь картой. Вот карту выкладываю. А, у вас и карта еще здесь с собой? Карта нужна, чтобы определить место, откуда поднимается дым, но для этого исламу нужно подняться еще выше. Конечно, стыдно признаться, но наша съемочная группа не рискнула подниматься так высоко. Подниметесь выше еще на сколько метров? Не знаю, по обстановке посмотрим, где-то метров еще на 50. Метров 50. Если честно, вот здесь вот, наверное, метров сколько, 10? Да, я здесь уже дальше не рискну, поэтому мы вам желаем удачи. На этом работа Ислама Игибаева не заканчивается, скорее только начинается. Нужно еще проверить, как идет тушение на местах, как дела с личным составом и техникой. Последствия лесного пожара здесь, в Зилаирском районе, не менее ужасающие, чем в Хайбулинском районе. Все, что осталось, это выжженная земля. Даже деревья с виду кажутся целыми, выгорает изнутри. Это дерево уже не спасти, оно почти полностью выгорело и уже скоро упадет на землю. Таких деревьев здесь целый лес. Даже отсюда слышно треск от того, как они падают и выгорают. Земля до сих пор дымится и отдает жаром. И все, что осталось, это горстка пепла. И тем не менее, даже пепелище стоит еще раз залить водой. В сухую погоду искры может легко поднять ветер, поэтому на этом участке работает целая бригада волонтеров и пожарных. Я понимаю, вот тут такой случай появился. Но они же, лесорубы должны выйти на связь. Нету трактора. Пока волонтеры заливали пепелище, оказалось, что на другом участке срочно нужен трактор. Ислам Игибаев несколько минут вызванивал коллег и искал свободную машину, которую необходимо перебросить. И только потом нам удалось взять интервью. Остался где-то метров 300 недопаханный участок, именно вот на той горе. И оттуда придется его спускать. Соединить неопаханный участок. По поводу трактора вам сейчас звонят. Может быть. Давайте узнаем. Алло. Хорошо, понял. Оперативность, конечно, поражает. Нужная техника уже оказалась на месте. Ну что ж, именно так и выглядит процесс создания минерализованной зоны, по крайней мере, из кабины трактора. Сейчас машина движется вглубь леса, чтобы прописать ту полосу, которая не допустит распространения огня. И все же противопожарные меры дают свой эффект. Постепенно огонь сдается, сокращая территорию. Сейчас в республике действует 7 очагов общей площадью 1300 гектаров. Впрочем, всего 4 дня назад эта цифра была куда серьезней. 24 очага лесных пожаров на площади 4000 гектаров. Самый крупный находится сейчас в Хайбулинском районе. Хотя этот пожар тут еще не скоро забудут, впрочем, как и те, что были до него.
15 лет назад здесь тоже бушевал пожар, и не менее страшный, чем сейчас. И до сих пор здесь можно найти то, что осталось от деревьев с того самого пожара в 2006 году. Например, то, что осталось от этого дерева, находится всего в километре от тех мест, где до сих пор дымится земля. По данным на сегодняшний день, 3 пожара спасатели, волонтеры и местные жители смогли погасить в Абзелиловском, Баймакском и Зианчуринском районах. Впрочем, расслабляться еще рано, так как за сутки в республике возникло 2 новых очага в Белорецком и Бурзянском районах, где огнем охвачено 10 гектаров. Да, цифра, конечно, небольшая, но ситуацию может изменить ветер и засушливая погода.